В интернате Махсагалоха 21-летнего инвалида ДЦП довели до крайнего истощения. В ужасающем состоянии юноша поступил в Махсагалохскую больницу. О госпитализации сына и его состоянии узнала родная мать и тут же обвинила работников психоневрологического дома-интерната. Подробности выясняла Виолетта Засимова. Чистые коридоры, вкусные запахи столовой, приветливый персонал. И не скажешь, что именно из этого учреждения в больницу попал доведенный до истощения пациент. Махсагалохский психоневрологический дом-интернат Иван был переведен в феврале 2016 года из республиканского дома-интерната, в котором жил с 4 лет. С самого рождения Иван страдает от тяжелого неврологического заболевания, сопровождающегося, среди прочего, атрофией мышц и, как следствие, дефицитом массы тела. Он к нам поступил с таким тяжелой формой заболевания, с тяжелой формой, и рост у него 136 и вес 22 килограмма. Из-за болезни Иван может есть только протертую пищу. По словам персонала, в течение 3,5 лет его кормили 6 раз в день именно такой едой. И за это время рост и вес пациента особенно не менялись. Тем не менее, 15 октября Иван был госпитализирован в Махсагалохскую участковую больницу с жалобами на рвоту, слабость и отсутствие аппетита. А 25 числа его перевели в терапевтическое отделение районной больницы в Покровске. Судя по результатам анализов, по общему состоянию, сейчас прослеживается положительная динамика. Он сейчас хорошо ест, показатели в норме, анализы стали лучше. Стоит отметить, что при обследовании в районной больнице у Ивана был обнаружен перелом плечевой кости, о котором не было известно ранее. Что касается матери, которая распространила фото и информацию о доведенном до истощения сыне в СМИ, то от комментариев нашему телеканалу она отказалась. По словам директора дома-интерната, своего сына она навестила всего 2 раза за время его пребывания в учреждении. Мама к нам, приехала первый раз в октябре 2016 года и второй раз в ноябре 2017 года. Больше она к нам не приезжала. Контакт она имела с нашим психологом непосредственным по телефону, и каждые 3-5-6 месяцев была информация о состоянии Ивана. Ситуацию взяли под контроль прокуратура района, уполномоченные по правам человека в республике и другие надзорные органы. В настоящий момент мы ждем заключения Росздравнадзора, по анализам которых будет дана правовая оценка действиям тех или иных учреждений, в том числе под вопросом как сам психоневрологический интернат, так и лечебные заведения. Это Махсагалох больница и больница города Покровска. Кроме того, по данному факту доследственная проверка инициирована Центральным следственным межрайонным отделом Следственного комитета на предмет статьи 293 части 1 – это халатность. Мы назначили свою служебную проверку. Я сам вчера лично ездил туда, посетил больницу, съездил в стационар и заходил в учреждение. На самом деле все это истощение – это вследствие болезни. Это говорят как врачи нашего интерната психоневрологического, так и врачи Центральной районной больницы Хангаласского района. Проверки должны расставить все точки над «и». Мы продолжим следить за ситуацией. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.